За год мы помогаем, да, в основном вот пациентам и семьям, которые обращаются в отделение сестринского ухода, и также тесно работаем с выездной бригадой кабинета паллиативной помощи при Республиканской больнице номер 3. Ну, курируем, так скажем, примерно около 300 семей. И вот совсем недавно, наконец-то, вот, так скажем, созрели именно для создания сообщества семей, где есть вот такой тяжело больной паллиативный пациент. Да? И вот мы работали и поняли, что без такого сообщества нам не удастся выстроить вот такую эффективную и системную работу. Все-таки я считаю, что в первую очередь нужно оказать большое внимание близкому окружению, родственникам пациента. Если родственники найдут в себе силы ухаживать дальше вот за таким тяжело больным пациентом, если мы вовремя окажем им какую-то вот помощь социальную, психологическую, да, правовую, то высокая вероятность того, что пациент он останется дома, где ему будет комфортно и где качество жизни его будет намного выше. Это приспособление для перемещения маломобильного пациента на кресло. Сейчас я вам на примере себя покажу и пациента, как перенести пациента. Беру на себе, фиксирую пояс, а потом пациента. Ноги раздвинуты, чтобы он не упал. Посадила пациента в кресло. Вот так передвигается маломобильный пациент. Это надувная ванна для мытья волос маломобильных пациентов. Сначала он ложится, здесь углубление. Одной рукой мы поддерживаем голову. И также шампунь, воду намыливаем и смываем. Вода отсюда уходит через шланг. Очень удобное приспособление. Их можно использовать как для дома, так и для повседневной жизни. Достаточно своеобразные, простые. И есть современные ходунки, называется роллатор. Более удобная, современная, еще раз повторюсь. Чтобы повернуть направо, зажимаем правый тормоз, спокойно поворачиваем. Либо же налево. И бывает такое, что старики обычно устают, поэтому можно зажать тормоза, повернуться и спокойно сесть уже. Никуда она не уходит, спокойно сидит, стоит. И также есть обычная корзиночка, куда можно складывать вещи.